Ну, во-первых, они чувствуют, что где-то пригорает, и начинают действовать в этом направлении. Во-вторых, довольно смешно слышать о том, что необходимо в государственных там, ресурсах использовать отечественное программное обеспечение. Ну, хотя бы потому, что, если я ничего не путаю, в России давным-давно по стандартам безопасности как раз и предполагается, что используется только на ключевых ресурсах используется только отечественного производства программное обеспечение. Да не только на ключевых ресурсах. Вот недавно уже было окончательно принято решение на всех гаджетах, которые Ну вот, продаются в да, России, я думаю, использовать что это российское программное прекрасное обеспечение. начинание, как человек, который хочет, чтобы там было как можно больше удобных для проникновения хакеров отверстий, бэкдоров и так далее. Вот пускай они это используют. Я очень даже не против. А не значит ли это, что это попытка выстроить стену, создать что-то подобие китайского интернета? И это я бы всячески поддерживал. Чем меньше оттуда будет проникать наружу информационных вот этих вот информационной грязи и так далее, тем лучше. Но понятно, что это строится не для того, чтобы сдержать все это внутри себя, а для того, чтобы не пустить информацию снаружи. Это тоже хорошо. Это снижает их информированность, это снижает это ухудшает их представление о реальной ситуации, заменяет ее фейковыми какими-то представлениями, которые бытуют там внутри. То есть они начинают принимать решения, исходя из ложных представлений о реальности. Это делает их решение и их политику уязвимой. Вот пускай так дальше и продолжают. Я такой злобный в этом смысле, потому что мне уже надоело, честно говоря, комментировать высказывания, взгляды и глупости, которые с той стороны практически все время текут. Это все происходит из-за того, что они сидят внутри своего информационного пузыря, очень сильно ими же самими загаженного. И вот эту грязь они считают основанием для принятия решений. Ну, пускай принимают решения.